Хормейстер — это человек, работающий с хором. Само слово переводится как хор, но для меня это человек, который руками управляет звучанием хора. Это очень красивый процесс визуально-мануального контакта, когда исполнитель смотрит на твои руки и по их движению, как по волшебству, их звук вдруг меняется. Он становится тише, то громче, то ярче. Меняются какие-то штрихи, они становятся, они начинают петь то отрывисто, то плавно. Для меня это волшебство. На самом деле вопрос очень интересный, но издревле считается, что высшей формой вокального исполнительского искусства является именно пение без сопровождения. Сопровождение помогает нам, оно дает нам гармоническую опору, с которой мы держимся в тональности автоматически, просто слушая сопровождение. Когда же ты поешь акапельно, очень важно слушать другие голоса, чтобы никто не сползал вниз, чтобы все созвучия были монолитные, гармоничные, красивые, чтобы мы слышали какое-то гармоническое напряжение в диссонантных аккордах, разрешающихся в консонансах, показывающие нам красоту гармонии и этого языка гармонического, именно музыкального. Чтобы была какая-то выразительная мелодика. Акапельно петь гораздо сложнее. Наверное, не так опасно, как профессия военного, полицейского или МЧСника. Не знаю, но при этом опасности свои существуют в каждой профессии. Хорист — это такой достаточно тонкий инструмент, и это его голосовые связки, это дыхательная система, связанная с ней, наверное, весь организм, потому что при дыхании человека, при певческом процессе работает все. И резонаторы, и дыхание, и все, что есть. А связки, к сожалению, это крайне тонкий такой механизм, который портится от всего. Вот мы, например, просыпаемся, сегодня у нас солнце, просыпаемся, завтра у нас дождь. Меняется атмосферное давление, состояние связок изменяется. Иногда бывает так, что хор начинает распеваться, и поется все само легко. И даже ничего можно не делать. А потом вдруг наступает такой день, что даже хорошо, например, выученный, какой-то прям выдрессированный материал, он не звучит. Хор начинает ехать вниз, это все начинает как-то так нестройно звучать, некрасиво. И вроде бы те же люди сидят абсолютно, которые сидели вчера, но сегодня не идет. Такой очень смешной пример. Мы жили с вами без отопления, скажем, все лето, наступила осень, дома холодно, но при этом дома влажно. И для слизистой где-то это хорошо. И связки чувствуют себя в комфорте постоянно, потому что эта влажность воздуха, она дает нам какой-то комфорт им для ощущений своих. И вдруг включается отопление, а в холода его включают еще сильнее, и воздух становится сухим. Для нас это, по идее, для поющего человека это проблема, потому что мы начинаем кашлять после этого, мы начинаем сразу как-то тяжело дышать, потому что это вдруг начинает теряться этот комфорт. То есть нам нужно постоянно, ты адаптируешься. Очень тяжело бывает, например, все же артисты летают на самолетах, ездят на поездах, ездят на автобусах, что тоже иногда очень тяжело, выйдя после некомфортного переезда для тебя, например, надо выйти петь, например, надо выйти все делать, такие издержки профессии, наверное, тоже не лучшим образом влияющие на связки. А, к сожалению, по идее, голосовые связки, они восстановлению как таковому, в общем-то, не подлежат. Вообще быть хормейстером — это интересно в плане того, что ты ведь не поешь, ты, получается, руками управляешь людьми, которые издают звук. Они поют, они красиво это делают с душой, подчиняясь власти твоих рук или не подчиняясь ей. Иногда они делают это. Иногда, например, когда ты кем-то дирижируешь, иногда эти люди более тонко даже чувствуют музыкальную ткань, чем ты. Это бывает потому, что ты смотришь на общность процесса звучания, то есть ты иногда увлекаешься чем-то. Ты иногда думаешь, где взмахнуть, кому помочь, в это время от тебя ускользает этот творческий какой-то момент, может быть, и они сами поддерживают этот процесс. Тогда возникает какой-то совершенно удивительный контакт между нами. И тогда, наверное, как шутили великие раньше, что главное не мешать хору исполнять дирижирование, скажем так. Потому что бывают какие-то сложные места в партитурах, например, где хору очень необходимо показать, чтобы они были спокойны. И на самом деле они со страхом половину произведения ждут, махнешь ты или нет. И бывает это так очень интересно. Не знаю, одним из наверное, всегда хочется быть совершенным, что-то всегда воплощать, но при этом ты всегда чувствуешь какую-то недосказанность, какую-то недоделанность всегда.
И мне кажется, что когда вот ты будешь испытывать полное торжество триумфа своего сделанного, то, наверное, в этот момент ты и закончишься как творческая личность, потому что невозможно видеть во всем только хорошее. Ведь именно поиск, в общем-то, отчасти недостатков, он вынуждает тебя к саморазвитию. Вынуждает тебя что-то посмотреть, что-то поискать, где-то поучаствовать, посмотреть, как живут другие коллективы, как они поют, как они работают, как они звучат, в конце концов, и красиво, и подвижно, и динамично. Потом, как бы естественно, невольно, когда приходишь на хоровые концерты любые другие, ты начинаешь слушать, где люди ошибаются. Вот тут совершенно невольно. Это тяжело, особенно в каких-то классических или очень популярных вещах, которые ты знаешь, которые ты когда-то сам дирижировал, которые вы когда-то учили и пели, допустим, там из классических примеров музыки или из советской музыки, и ты начинаешь вот, ты помнишь эту партитуру, там чуть ли не по ноткам, и начинаешь вот это вот, невольно мозг выискивает какие-то недостатки в этом. Не потому, что тебе хочется найти недостатки, а потому, что ты привыкаешь к этому процессу. И также люди и хористы точно такие же, которые исполняют, они слушают, как поют другие. И также точно они сидят и наслаждаются процессом, но в то же время подсознательно идет какая-то работа по вот выявлению каких-то вот неточностей, возможно. Да? Ох, на этот вопрос очень сложно ответить, как правило, всегда. Ну, для этого есть множество предпосылок, и причин на самом деле может быть очень много. Как и банальная техническая составляющая, то есть когда, например, хор просто нечетко проговаривает слова, то есть это как возможный вариант совершенно. Может быть такое, когда мы там заглубляем звучок чуть-чуть, то есть мы не произносим буковки на зубах, мы не произносим их тембрально. Бывает проблема в другом. То есть иногда мы работаем в акустических залах, которые не всегда предназначены для певческого искусства. И вызвучка ведь это не всегда очень простой элемент. Когда солист поет, например, плотно в микрофон, он находится один. Когда хор стоит, если у хора у каждого нет микрофона на тебя, то вы все равно работаете больше как бы общим звуком, то есть микрофон ловит вас в общем, как-то все равно издалека, то есть как соло вы звучать не будете. Опять же, есть песни, где хор является просто сопроводительной функцией. То есть это не центральное действующее лицо, да, как вот у нас, например, стоит солист, и хор в припеве там, добавляет какой-то мощности или пафосности произведению. И тогда, наверное, хор — это часть оркестра, это какой-то сопровождающий инструмент. Есть залы, которые потерялись со временем, после того, как их реконструировали, они стали хуже звучать, потому что, наверное, в угоду какого-то комфорта мы теряем акустические условия. Тоже так бывает. Бывает, что мы, например, двигаемся очень часто. Микрофон все-таки, он ведь вас ловит не вокруг вас. Например, если микрофон какой-то узконаправленный, то он ловит вас только тогда, когда вы поете к нему лицом. Вдруг у вас, вот, например, по сценической разводке сделано так, что вы поворачиваетесь в это время спиной, или у вас какие-то вращения, хороводе. И ваш звук начинает направляться в другую сторону. Резко слышен контраст для уха, что вот, например, хор в этом месте был, а тут он раз и провалился. Иногда бывает очень интересно, что все-таки все инструменты человеческие, созданные человеком, созданы в подражании человеческому голосу. И иногда, например, вот когда поют голоса, схожие по тембральной окраске с инструментом, они очень сливаются друг с другом. И человеческое ухо начинает эту герцовую частоту воспринимать так, что мы голоса перестаем слышать практически, мы слышим какой-то монолитный звук один. Тогда тоже могут потеряться. Это бывает, когда в фактуре дублируется тема вокальная, сама основной мелодия, и в то же время эту мелодию пропевает человеческий голос, но с текстом. И из-за того, что вот они сливаются тембрально одинаково, то есть так вот совпало, например, там какие-нибудь, я не знаю, там альтовая группа инструментов и партия альтов. И вот они звучат практически одинаково, и мы перестаем слышать это. То есть причин может быть на самом деле очень много. Человек слышит высоту звука и различает ее благодаря тому, что барабанная перепонка внутри человека, она разной толщины. И именно поэтому мы можем различить высоту звука, когда герцовая частота воспроизводимого звука совпадает с той, которую мы принимаем, мы слышим какую-то определенную высоту звука. Именно так человеческое ухо различает их по высоте. Хормейстер — это такой труженик тыла, скажем так. Ведь подчас ты даже иногда на сцену сам не выходишь, а твой хор выходит, а ты не выходишь.
При этом ты сидишь в зале вот так вот крепенько вжимаясь в кресло руками и думаешь, боже, боже, и сидишь и начинаешь вспоминать все молитвы, которые только помнишь, чтобы все прошло хорошо и все звучали замечательно, чтобы они спели, чтобы никто ничего не забыл. И ты сидишь там вот прям разрывая обивку кресла в напряжении. Ну, как бы и где-то вот, например, там когда-то и мурашки там по коже, по спине пробегают неожиданно, тогда вот прям ты начинаешь свести, пахнуть, источая свет вокруг. Ну, это, не знаю, быть хормейстером здорово. Потом хочется, конечно, чтобы твой хор был мобильный самый, чтобы твой хор умел больше всего, что именно твой хор вот прямо вот, ну, это неизбежно. Когда ты начинаешь сравнивать собственный хор, вот, ну, наверное, также родители смотрят на своего ребенка и смотрят, как он растет, чтобы он был лучше других. И, естественно, любя и собственное дитя, ты всегда пытаешься найти какие-то свои недоработки, ну, в этих вещах. Это, наверное, неизбежно. Но при этом ты всегда испытываешь гордость, когда люди со стороны хвалят не тебя, а хвалят твой хор. Тогда, наверное, вот это какая-то высшая форма похвалы, ты начинаешь цвести где-то внутри, совершенно неожиданно там услышав какие-то вот теплые слова от людей. Вот. Тем более, как правило, хормейстеры друг друга не хвалят, как и хоры, наверное, друг друга не хвалят. Мне кажется, это маловозможный процесс. И вот кто-то говорит тебе какие-то, допустим, теплые слова, там, что вы начали звучать как-то, что появилось то, появилось все. В то же время надо поработать над тем и над тем. И всегда это воспринимается какой-то особенной радостью. Ну, выучивание музыкального текста – это вообще очень сложный процесс. По сути дела, он связан с моторно-мышечной памятью человека. Мы интонируем звуки благодаря этой же памяти. Если, например, пианисту нужно выучить какой-то там, не знаю, второй концерт Рахманинова, и мы его долго играем, пианист ведь не учит так, что он учит там по такту материал, книжку в 300 страниц, и думаю, что это будет очень непросто для него. По большей части, наверное, все-таки пианист выигрывает это в руки, в пальцы так, чтобы даже если ты на сцене вдруг волнуешься, что моторно-мышечная память начнет работать сама. То есть там не сколько будет процесс сознательный, сколько процесс бессознательного контроля. Также точно у вокалиста существует этот пример, когда мы впиваем какой-то материал, то есть мы выучили песню, например, отложили ее, обратно достали, и она каким-то образом там сильнее въедается в мозг. Но опять же, вот можно сказать, что очень часто существует такая практика, когда мы исполняем что-то для обкатки. Такой странный термин. Потому что все-таки претерпевая на сцене, когда ты исполняешь какую-то музыку, она совершенно по-другому откладывается в твоей памяти. Тогда приходит какое-то более детальное осознание того, где у тебя на самом деле существуют слабые места. Бывает так, что когда ты учишь какой-то материал, потом вдруг выходишь на сцену, и у тебя проваливается именно там, где ты знал до этого лучше. И как раз-таки места сырые, они вдруг становятся ярче. Такое тоже бывает. Удивительно совершенно бывает вот с хором, например, такие ситуации, когда хор хорошо знает материал, то, например, бывает так, что хор перестает смотреть на твою руку. И хор начинает, допустим, гулять в темпах, то есть у них начинается вот это самостоятельное явление творчества больше, чем с тобой. И они, теряя самоконтроль, начинают расходиться в темпах. Там может быть много различных технических недостатков, то есть, ну, чаще всего именно это. Потом уже из-за этого, когда они там одни не могут догнать других, начинаются проблемы, скажем так. Вот. А сырой материал, наоборот, который может быть чуть не допят, чуть не доучен, заставляет их смотреть на твою руку внимательнее. И тогда вот, например, как это ни парадоксально, но факт, иногда такие вещи звучат выигрышнее на сцене. Потому что они более ярче эмоционально, они более собранные в это время, они более какие-то взволнованные. То есть, ну, удивительно, но такое тоже случается. А распевка – это и разогрев голосовых связок, и в то же время какие-то упражнения нацелены на, ну, скажем так, нужно держать голос в какой-то форме всегда. И вот, в принципе, для этого, наверное, существует распевка, где мы по-разному мы пробуждаем голос, мы его тренируем, мы делаем его сильнее благодаря именно распевке, по сути дела. Распевка помогает нам и настраивать уши иногда, то есть они бывают очень разными по своей специфике, и каждое упражнение нужно для чего-то особенного. Какие-то на выработку штрихов, какие-то на расширение диапазона, какие-то на умение звучать вот в разных регистрах, например, там в нижнем, в середине, в верхнем.
для нахождения каких-то правильных позиций, для работы дыхания, там, для точной интонации, для интонирования ступеней, для ощущения какого-то лада там, для себя. То есть их очень много, на самом деле, они направлены на очень разные задачи. Распевка, по сути дела, это, наверное, вербальное программирование подсознания. Это когда мы вырабатываем устойчивую привычку, именно подсознание, именуя само сознание. Мы вырабатываем, как правильно открыть рот, там, вдохнуть в себя, задержать дыхание, там, как-то вот, ну, чтобы чисто интонировать, и чтобы это было красиво, чтобы мы могли, некоторые распевки поются совсем тихо, чтобы мы могли услышать друг друга. То есть у них у всех очень разные задачи. Иногда мы, конечно, и, наверное, вот когда ты сидишь, будучи хористом, ты не всегда, наверное, думаешь о практичности этого явления. А иногда просто это жизненно необходимо в плане того, что, вот, например, когда есть дни, в которые не поются, иногда это жизненно необходимо вот там вот на этой распевке посидеть, например, и как-то вот привести свой организм в тонус. Хотя бывают, вот честно скажу, что бывают такие дни, вы знаете, когда распевайся, не распевайся, а легче, как говорится, не становится. То есть, ну вот не поется все. Ну, это люди, занимающиеся, с одной стороны, как бы одинаковой специальностью, но у них очень разный функционал. А дирижер оркестра, у него все-таки, наверное, задач гораздо больше, это сложнее, потому что партитуру у него гораздо шире, там надо читать одновременно очень много строчек. И твоя задача обязательно показывать каждому инструменту, который должен вступить, потому что у некоторых оркестрантов паузы могут длиться там и по 68 тактов. И если вдруг человек, ну, исполнитель, ошибется, то ты, как дирижер, должен ему это показать. И если у тебя еще есть плюс солиста, плюс хор, то есть вы еще должны успевать с этими исполнителями тоже взаимодействовать. У дирижера хора, наверное, задача меньше в этом плане, но у дирижера хора более какая-то плавная техника, то есть в наших руках есть звук. Мы занимаемся звуковедением руками, то есть очень важно, чтобы рука была плавной и соответствовала тому звуку, который ты хочешь получить. То есть мы управляем хором с помощью амплитуды, это дает нам динамику. Мы управляем, опять же, штрихами, мы можем как-то показывать отрывисто, и хор начинает петь, да, с другим штрихом. Или мы лигой соединяем прямо, мы показываем им, когда нужно вздохнуть вместе с ними. То есть руки в этот момент и дышат, и поют, и тоже, в принципе, занимаются исполнительством. И когда вот это вот чудо этого контакта происходит, и ты сам слышишь, как меняется звук у исполнителей, это какой-то такой удивительный процесс. Для меня этот вопрос фантастичен, потому что, наверное, вдохновения не существует как такового. Я не знаю, как это назвать. Вдохновение – это то, что тянет творить, по сути дела, и создавать что-то. Но как оно возникает, это всегда очень тяжелый момент. Иногда хоровое творчество. Иногда вот я люблю смотреть какие-нибудь совершенно удивительные сцены из фильмов, даже из голливудских, потому что у них очень принято весело, вот эти вот массовые сцены, где там девушка в парке поет, потом с ней поет неожиданно весь парк, и все это заканчивается, как обычно, хэппи-эндом. Все счастливые, все удивительные, воодушевленные, какие-то вот такие позитивные. В советских фильмах это тоже присутствует, когда все начинают петь вместе, друг с другом, и как-то все это радостно и очень удивительно добро. Иногда вот эта волна, она тебя как-то так удивительно вдохновляет, что хочется как-то творить. Иногда наоборот, вдохновение приходит из грусти, из какого-то отчаяния, из пустоты одиночества. Наверное, вдохновение бывает разным, с разными лицами, с разными какими-то... Иногда ведь, допустим, люди создают удивительные какие-то шедевры, потеряв кого-то. Мы знаем, например, божественную комедию Данте Алигьери, вот не музыкальный совершенно формат, но тем не менее вот его бросила любимая женщина, и он создал свою божественную комедию, которую мы знаем по сей день. Таких примеров масса. Он же не вдохновлен ее красотой, он был вдохновлен тем, что потерял, и тем, что он не смог обрести этого счастья, но он воплотил для нас, наверное, в боли потери, он создал для нас шедевр, который мы знаем по сей день. Поэтому а иногда вот вдохновляет вот именно какой-то процесс удивительной фантастической радости, может где-то наивной, простой, глуповатой даже, но при этом она вдохновляет тебя вот к какому-то сотворчеству с кем-то. Потому что вот в этих массовых сценах, когда вот весь мир ликует, поет в солнечных лучах там с птицами, на фоне растущих деревьев и льющихся вод, это всегда удивительно красиво. И люди, творящие как-то вот этот процесс именно сообща. Не когда ты, например, один, а когда вот вы сообща.
Иногда вдохновляют удивительные какие-то малые форматы работы, когда вот поют там, допустим, трио или квартет или дуэт. Люди, которые там изливают чувства друг другу, или люди, которые переживают как-то совместно. Это тоже какая-то удивительная форма творчества, но она обычно тихая. Ну, как настоящую нежность не спутаешь ни с чем, а она тиха. И тут вот нет этого перелива какого-то эмоций, то есть нет этих... В зависимости, наверное, от того, что приходит в твоей жизни, что ты чувствуешь сам, наверное, рождается и вдохновение. Но объяснить, что это такое вот целиком, мне кажется, словами просто невозможно. Это какое-то непередаваемое чувство внутри, вот оно фантастичное совершенно. И оно такое, ну, несуществующее отчасти. Ну, вроде бы это ты, вроде бы это не ты. И в этот момент, наверное, все легко и удобно. Страшнее всего, когда ты, будучи хормейстером, ты все равно очень любишь петь. То есть это, наверное, неизбежно. Всегда хочется. Ты же занимаешься с людьми вот именно певческим процессом, и сам в это, ну, естественным образом, наверное, влюбляешься. Ты начинаешь слушать кого-то. Студийная запись вот прелестна тем, что она вычищенная все равно. То есть она подтянутая где-то, такая почищенная, красивая, правильная вся. Ну, она коммерческая, естественно, то есть она приведена в какое-то, наверное, идеальное состояние. В этот момент иногда, когда музыка, которая тебе нравится по каким-то причинам, совершенно по-разному, для всех людей, наверное, но в этот момент вдруг ты начинаешь, ну, грубо говоря, петь сам для себя или дирижировать где-то, понимаете, там, стоя в магазине, выбирая товары, что-то слушая, а потом ты начинаешь рукой что-то надирижировать. Это на самом деле дикая проблема, потому что людей всегда, обычных, это очень шокирует. Я, например, всегда хожу в наушниках, я не могу, то есть музыка со мной, ну, не знаю, 24 часа в сутки, я бы сказал так. То есть я их снимаю очень редко. Вот, ты постоянно слушаешь. Вот, ну, есть такая потребность всегда что-то слушать. Причем слушаешь ведь не только хоровую музыку, и хоровую музыку очень много, и симфоническую, и любую другую, даже иногда и даже поп-музыку, там, все что угодно, и джаз, и все, что ты хочешь. И это всегда вызывает какие-то вот такие вот, ну, приятные моменты, когда ты вдруг начинаешь вот, ну, там, дирижировать, представляя, как бы ты этим дирижировал, там, как ты это играешь, как ты сам это поешь, как ты это сделаешь скоро. То есть, ну, какие-то вот такие моменты. Зависимость от этого существует страшно, на самом деле. На самом деле, очень часто мы слышим это от людей, которые занимаются нетворческими профессиями. Люди говорят, что наша работа – это круглосуточный праздник, что нам всегда весело, и люди не всегда понимают, что, наверное, любая работа, она предусматривает, ну, не знаю, наработку навыков. Такой трудный, удивительный, я бы сказал, унылый процесс, даже больше где-то рутинный. Когда мы, знаете, ну, сидим в классе и учим нотки, наверное, быстро это невозможно по определению, тем более, что там есть куча каких-то своих сложностей, есть какие-то огромные профессиональные критерии, очень много, по которым мы начинаем, ну, выстраивать любую музыку, с которой работаем, и вместе с хором. Это всегда, на самом деле, очень непросто. Потом, когда люди приходят на концерт, они приходят отдыхать, а ты-то в это время работаешь. И подчас, вы знаете, эмоциональное напряжение этого процесса, стрессы какие-то, вот эта вот нервность создающаяся, она иногда утомляет не хуже физического труда. Объяснить это людям очень трудно. То есть, когда они все отдыхают, вы все радостно продолжаете работать. Ну, как нам обычно говорят, что каждый хорист – это потенциальный солист. Но все-таки этих людей обучают по-разному. И часто у хориста есть навыки, которых нет у солиста есть навыки, которые нет у хориста, наоборот. Хорист – это человек, который старается петь вместе со всеми. Его задача, по сути дела, не выделяться. Это очень, ну, как бы плохо влияет на ансамбль, когда появляются вот эти вот голоса, которые ты слышишь отдельно из всей партии. Потому что, по сути дела, в идеальном ансамбле такого быть не может. То есть там все люди должны быть, с одной стороны, ты индивидуальность, а с другой стороны, ты безликий. И ты постоянно пытаешься манерой звукообразования, образование гласных звуков, там, чем угодно, звукоизвлечением одинаковым, манерой пения, ты стараешься быть похожим на соседей рядом. И по правилам ансамбля мы сначала слышим
своих, потом мы слышим там соседние партии, близкие к нам, потом мы слышим весь хор. То есть, по сути дела, хорист, который поет, это такой человек с 1000 ушей, вот, который ты должен сразу резко все слышать. Вот, ну, и при этом ты не должен выделяться. А у солиста нет такой функции. То есть хорист, например, там поет от звука к звуку, когда вот там есть какой-то скачок. Солист может, например, здесь сделать там какой-нибудь глиссанды чувственные, там все что угодно, выразив эмоцию как-то вот техническим средством таким, которое для хориста, с одной стороны, оно не всегда допустимо. То есть хористы тогда должны сделать это вместе всей партии, а лучше всем хором, что не всегда, скажем так, удобно. Потому что ведь все равно, по сути дела, это очень разные люди, чувствующие одну и ту же музыку по-разному. Поэтому для хориста, например, ну, это тяжеловато. У солиста, например, этих функций больше. То есть у тебя есть больше свободы, чем когда ты поешь в хоре. У хориста этой свободы мало, потому что хорист всегда закрыт в рамки того, что рядом с тобой есть еще люди, с которыми ты обязан сливаться. Это обязательное условие, это основное отличие. Потом очень много разных процессов с дыханием. Например, солистов, когда учат, мы не можем дышать посреди слова, когда говорят солистам. То есть человек обязательно поет и после фразы делает вдох, например. У хористов в этом плане немножко проще, например. То есть хористы могут дышать посреди слова в длинном звуке, в любом. То есть у нас есть цепное дыхание. Ну, дышать не в смысле всем хором, там, конечно, но они могут использовать цепное дыхание по одному. Поэтому, например, распределение дыхания в хоре гораздо удобнее, чем когда ты поешь сольно. Это такой технический момент, но он крайне существенен, наверное, для поющего человека. Для меня, например, это процесс какого-то реалистичного волшебства, когда ты машешь руками, и от этого что-то меняется. Это что-то удивительное совершенно, когда ты находишься с ним в синтезе с ними, в синтезе, когда ты находишься с ними в сотворчестве. Я не представляю, что можно, например, собственного ребенка на кого-то поменять. Наверное, поменять собственный хор на кого-то – это очень трудно. Это всегда какая-то личная, мне кажется, такая травма, непереносимая где-то. Вы привыкаете друг к другу совершенно, ну как-то, я не знаю, прорастая друг друга, это невозможно. Без этого уже невозможно. Это не просто не то, чтобы затягивает. Вот с этим находишься, с этим живешь, ты осознаешь себя именно так всегда. Ты не видишь по жизни чего-то другого. И да, по сути дела, другое тебя уже и не интересует. Потому что находиться именно в их внимании, это что-то такое, вот, что не описать словами, сакраментальное, находящееся внутри тебя. Но ты без них не существуешь.